Я совершенно согласна с Аристотелем в том, что хороша книга, если автор высказывает в ней только то, что следует, и так, как следует. Особенно актуально это сегодня. Полки современных магазинов в буквальном смысле пестрят множеством книг. Но все ли это изобилие хорошая литература? И что видят не только между строк специалисты, психологи, художники, филологи. Обо всем подробно расскажем сегодня. Какая любимая сказка у тебя? Чебурашка. Чебурашка? Арине Голубевой мама читает только хорошие сказки. По ее мнению, это русская классика и книги советских авторов. Считает, что современная детская литература может научить не тому, что нужно. Этого опасаются и другие родители. Все комиксы, которые ничему, они доброму, собственно говоря, не учат. А где же тогда наше? А где же вот оно, то истинное, да, вот которое правильное, которое теребит нашу душу, которое греет наши сердца, на чем, собственно говоря, мы и выросли. Вот это наш патриотизм, вот где, за счет чего мы хотели дальше что-то, вот, чтобы нас побуждало. Конечно, на полках сегодняшних магазинов не только комиксы. Изобилие потрясает, особенно тех, кто родом из СССР. Но ведь, как сказал классик, следует читать много, но не многое. Активисты ОНФ озаботились качеством издаваемой детской литературы. Мы по узенькой дощечке побежим купаться к речке, будем плавать, загорать, наши трусики стирать. Вопрос к автору, какой смысл он вкладывал в то, что маленькие детишки должны стирать трусики в речке. Причем навредить может не только текст, но и картинка. Художник Мария Михайлова 3 года изучает иллюстрацию в современных детских книжках. Даже защищала диссертацию на эту тему. В основном, говорит, сегодня штампуют рисунки по компьютерному шаблону. Например, одна и та же бабушка кочует из сказки в сказку, даже не меняя передника. При этом образы героев не разрабатываются, они шаблонные. То есть эмоционально ребенка не развивают. Какие они должны быть выразительными, художественными в первую очередь. Они должны пояснять текст и при этом выполнять ряд важнейших задач. Не только заинтересовывать ребенка, но и выполнять познавательную функцию. Просто яркости и пестроты в детской книге еще недостаточно. Потому что работа должна строиться не на цветистости, как мы видим, да, на цветистости, а на живописных отношениях, то есть воспитывать художественный вкус. Ребенок не понимает, как может быть злым этот милый волк, а этих собачек и взрослые испугаются. От агрессивных и ярких картинок дети устают, объясняет уже психолог. Не могут сосредоточиться, получают даже нервное потрясение. Если мы открываем вот такую вот книжку, ну, допустим, и из картинки в картинку яркие, насыщенные цвета, ребенок начинает это через зрительный анализатор, посылается в мозг импульс, да, и в психологии это как бы называется сенсорная гиперстимуляция. То есть чрезмерно стимулируя ребенка зрение через зрительный анализатор, мы приводим его как бы в состояние возбуждения. Получается потом что? У ребенок убегает расторможенность, и мы говорим гиперактивный, очередной гиперактивный ребенок. Но мы просто не учли один момент, что вот подобные книги, они вредят психике и нервной системе. Активисты ОНФ выступают за хорошую литературу. Фронтовики уже 2 месяца проводят мониторинги. Не только в магазинах, но и в библиотеках. Этими акциями они привлекают внимание общественности к проблеме качества детской литературы. Считают, что этот рынок нуждается в государственном регулировании, что необходима специальная программа поддержки. Среднестатическому родителю из всего вот этого потока и разнообразия очень сложно выйти, очень сложно найти качественную детскую книгу. Поэтому мы считаем, что эта сфера нуждается в государственном регулировании. Нам необходима программа поддержки детского чтения вообще. Значит, литература до 7-летнего возраста у нас сегодня не проходит никакую экспертизу. И поэтому воспитание российского гражданина, высоконравственного, сильного духом, это наше общее дело. А лучше учение по Пушкину, как известно, чтение. Как отрегулировать этот вопрос на государственном уровне, народные фронтовики обсудят на дискуссионной площадке в конце марта. Пока же взрослым нужно внимательно выбирать книги для своих детей, чтобы книга не только развлекала, но и действительно стала умным другом, советчиком. И главное, помните, среди книг, как и среди людей, можно попасть как в хорошее, так и в дурное общество. Это все на сегодня. Будут проблемы? Звоните, и мы расскажем, как нужно действовать, чтобы изменить качество жизни. Смотрите нас каждую субботу в 8 часов 10 минут на канале «Россия-1» и на нашем сайте ivteleradио.ru. До встречи через неделю.